Первая годовщина чудесного спасения. Ровно год назад за историей пропажи маленькой девочки в Алекминском районе наблюдал почти весь мир. 12 дней спасатели и волонтеры вели поиск 4-летней Карины. 12 дней девочка, одна в тайге, смогла выжить. Продолжит тему Елена Фаст. Трагичный случай со счастливым исходом в местности Аллон год назад всколыхнул не только республику, но и Россию. Отклики и слова поддержки маленькой Карине неслись со всего земного шара. Действительно, маленькая 4 с небольшим лет кроха чудом смогла выжить одна в глухой тайге. Более 10 дней в отчаянных попытках найти хотя бы следы провели группы поисковиков, пока в высокой траве малышку не обнаружил Артем, доброволец. Пролетел год, и мы решили съездить в село Кячи, где сегодня вместе с мамой, бабушкой и прабабушкой живет Карина. Уже на крыльце нас встретила ватага веселых девчушек, среди которых была и она. Сегодня ничего не напоминает в ней ту девочку, которую несли на руках вертолет. Улыбчивая, с распахнутыми глазами Карина как будто вычеркнула из памяти все события того времени. Что он вообще говорит? Не вспоминает. Не вспоминает. А вот как рассказывала, как в лесу было, что вот. Ничего не сказать. Как будто ничего не было, да? Угу. Мы не стали спрашивать ее о них, а вместо этого попросили познакомиться со своей семьей. Девчушка посмущалась, а затем познакомила нас и со своей прабабушкой. А как зовут? Тамара. И даже с маленьким котенком с красивым именем Анжелика. Ты какой? Смотрите. Хочешь посмотреть? Карину очень заинтересовала камера, и она сама попробовала снять один кадр. Свою маму. Моя мама. Маму, которую девочка очень-очень любит. А еще, как и все дети, она очень любит сладости. Банан, он жвачка, он йогурт, он мороженое, он это. Мечта мамы – напрочь вычеркнуть из памяти те страшные дни, а еще получить специальность и крепко встать на ноги. Уже к нашему отъезду ребятишки настолько освоились, что устроили догонялки вместе с нашей съемочной группой. А я подумала, до чего же она здорово умеет смеяться. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.